Ключи дубликата у него были. Потом вот мы обнаружили в июле месяце кражу товара. 35 тысяч долларов. Они оба плакали и говорили: простите, мы так сделали. Вначале работали двое, потом они через 2 месяца ушли, но Умар остался также. А потом через 3-4 месяца приехали вот эти Мустафа, Алтаф. Они тоже проработали, Алтаф проработал 2 недели, а Мустафа проработал 3 недели где-то. И они тоже ушли из-за того, что они не хотели делать визу. А Умар также продолжал здесь оставаться и работать. Тут и работал, тут же спал, ключи от цеха у него были, он на джума намаз сам ходил, в магазины сам ходил, он везде свободно находился. Ключи дубликата у него были. Он здесь как, получается, крой приезжает же от надомниц, он сам выходил, встречал, приносил, утюжил, все сам делал, получается. Потом вот мы обнаружили в июле месяце кражу товара. Так как я хотела эти товары отвезти уже на рынок, потому что сезон сейчас осенний, зимний начинается. И как я хотела туда забрать, я забрала. Получается, я открыла пару мешков, и я уже обнаружила недостачу. На следующий день приехали мы в цех, уже начали проверять весь мешок, весь товар. И тогда все мы обнаружили, что огромная часть товара недостаточна. 35 тысяч долларов. Это мы округлили, то, что мы посчитали. Моя мама лично сама принимала в цех товары, там все по записи. Это рассказал Алтаф и Фасал. Это вот они оба рассказали. Они рассказали, что здесь вот они тоже присутствуют, что мы здесь не одни. Потом Умар сам тоже рассказал, что Джабар и Фасал тоже присутствуют. Переписка, аудиозапись, все есть у нас, видео, где они признают, где лично Алтаф разговаривает со своей семьей, где Умар разговаривает со своей семьей, плачет. Они оба плакали и говорили: простите, мы так сделали, мы из цеха товар украли, и теперь деньги возвращайте. И даже Умара жена сказала: ты почему рассказал, что ты нам деньги отправил, депайтты? Почему ты сказал, что эти деньги ворованные, депайтты? Они расписку дали. Алтафа семья лично позвонила родителям моего мужа и попросили не писать заявление. Они попросили прощения и сказали, что они выплатят эту сумму, которую он украл. Да? Один из них был в другом цеху, Усман. Вот это Усман все организовал на улице. И, получается, на нас потом заявление написали. Написали, что истязание. Вот так, что мы их здесь держали, что мы их здесь не отпускали, что мы им еду не давали. Такого не было. Соседка моя, закройщица, у меня здесь работала. На петле пуговицы они сами ходили, отдавали. Через дверь тоже услуга, петля пуговица есть. Магазин также утверждает, вот этот Умар в день 3-4 раза в магазин ходил. Она тоже это говорит, что я могу подтвердить. Охранники могут подтвердить, что они всегда на улице гуляли. В производстве Свердловского УВД Свердловского района города Бишкек находится уголовное дело по статье 138 в отношении нескольких граждан Кыргызской республики, а также неустановленных лиц, иностранцев, то есть пакистанцев. Несмотря на очевидность этого преступления в данное время, уголовное дело ведется только в отношении граждан Кыргызской республики. Более того, в отношении частного предпринимателя Ганиев Рыскан было применено заключение под стражу, но постановлением Свердловского районного суда города Бишкек она выпущена под подписку о невыезде. А в отношении Ханумайры было заключение под стражу. А в отношении остальных участников, пакистанцев, хотя имя известно правоохранительным органам, в отношении, например, Валид, Ираз, а также других пакистанцев, хотя они установлены, никаких мер не предпринимается. Несмотря на это обстоятельство, в данное время уголовное дело в совершении кражи расследуется из рук вон плохо. И в настоящее время следственные действия вообще не производятся.
Хотя ущерб частным предпринимателям составляет $35 000 США.